4,5 месяцы будаўнічых работ. І вось першая лодка, Волат, а за ёй і другая, Крэчат, пакідаюць элінг. Перш чым прыняць на борт людзей, міні-дракары мусяць пастаяць у вадзе, каб дрэва разбухла. Да, ребята, когда писали, что все, мы их в воду опустили, они начали разбухать. Пока разбухали, вода в них начала заливаться, но вот у нас получилось. Сначала загружали это все, тоже там, вот как будто у тебя в руках там бумажный кораблик, и ты такой боишься его помять, там ай-яй-яй, где-то там поцарапать боишься, там же все покрашено, там же лад, там все классно. 2 жніўня 2019 года Волат і Крэчат рыхтуюцца да першага тэставага падарожжа. Народ, слушай внимательно. Если сразу садишься на край, лодка дает крен, очень весело начинается как бы булки сжиматься у всех. Гребем не силовой греблей. Достаточно буквально чуть-чуть плюхать. Четвером лодка уходит очень быстро в закат. Мы уже с Ратмиром, как говорится, ходили там в байдарочные походы, все. И я помню, когда я первый раз в байдарку садился, и там все шаталось, и я думаю, сейчас я упаду там. То же самое с этими лодками. Она как-то так начала там в стороны качаться, и ты думаешь, елки-палки, как на ней-то плыть, она там болтается во все стороны. А потом уже просто не ощущаешь этого всего, все происходит вот на автомате. То есть я уже, как говорится, по своей лодке походил так, что вот везде-везде, и понял, что там все нормально, крепко, хорошо, и спокойно себя чувствую. Для меня было открытием то, что надо одновременно 4 человекам гребсти именно в определенный такт. Потому что если происходила ошибка или кто-то сбивался, то, получается, ладья начиналась расшатываться. Я, допустим, себе немножко по-другому все это представлял, ну вот, как это на самом деле. Трэцяга жніўня. Жывая гісторыя. Калі б не патрэбныя з пункту гледжання бяспекі ратавальныя камізэлькі, можна было б уявіць, што ты трапіў у эпоху вікінгаў. Усяго некалькі кіламетраў па асіповіцкім вадасховішчы да безназоўнага вострава і назад. Няхай і невялікая, але сапраўдная экспедыцыя. Ты живешь в далекім городе, ни одна з дорог туды не вядзе, по зямлі не прайсці, не доплысці по воде. А мой дом звычайны бетонны гмах у краіне, дзе паўжыцця зіма. Расскажи мне пра мора, якое яно на смак. Расскажи мне про море, якое яно на смак. Да, это был восторг. Вначале очень сложно было зайти. Во-первых, в костюме. Неустойчивость какая-то. То есть не то чтобы неустойчивость, а вот непривычка. Это было захватывающе. Потому что сделали все своими руками. Воодушевление, радость за то, что своими руками ты сделал. И когда и супруга с дочкой там были, да, когда мы их спускали на воду, мои родные приехали и увидели, что нифига себе, папа, ты это сделал. Я говорю, я ж там подмастерьем практически был. Ну вот, получилось. Волат і Крэчат не падвялі, але кожная ладдзя паказала свой характар. Не спешим. Стоп! Это что нормально? На жаль, рэканструктарскі сезон мінае імгненна.
Наперадзе доўгая зіма, час аналізаваць зробленае, складаць планы на будучыню і чакаць новага сезону. Аднак сучасныя вікінгі не тыя людзі, якія будуць спакойненька сядзець на месцы. Так што ў лютым дракары чакала яшчэ одно выпрабаванне. Я сейчас пытаюсь вспомнить, когда это мы либо на июль, либо уже на день рождения клуба. Я верну. Ну, давай попробуем. Раза 3. Вы вдвоем. И сзади двое. И сзади. Сейчас еще побежит, да? Короче, не замахнул, осторожно. Осторожно, сейчас притирочку. Оля, запрыгивай. Было принято решение всеми ребятами, что будут принимать участие в забеге настоящих мужчин на 23 февраля. И решили, что нашу ладью, которую мы построили, они понесут. С самого начала я была уверена, что у них все получится. Они всегда добиваются того, чего хотят. Я думал, будет холоднее. Напрыканцы зімы 2020 года ніхто яшчэ не ведаў, што неўзабаве звыклы ход жыцця зменіцца і вельмі істотна. Пандэмія каранавіруснай інфекцыі закранула ўсе сферы і гістарычную рэканструкцыю таксама. Фэсты на Беларусі і за яе межамі масава адмяняюцца. Але цалкам спыніць жыццё немагчыма. І клуб «Волат» вырашае даўно запланаванай экспедыцыі на дракарах быць. Прычым падарожжа будзе насіць не толькі турыстка-забаўляльны характар, але і вырашаць навуковыя задачы ў супрацы з Цэнтрам даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Это транспортное средство позволяет нам, как на машине времени, окунуться в те столетия, в те века, примерно на 1000 лет назад. Конечно, сегодня мы живем в 21 веке, но вода по-прежнему такая же мокрая, как и была. Дождь их будет поливать точно так же, как поливал викингов 1000 лет назад. И таких же физических усилий сегодня это требует, как и в старые времена. Поэтому, по сути дела, вот эта вот реконструкция, это реконструкция не только самих дракаров, не только транспортного средства, но это и реконструкция образа жизни тех людей. Как дождик. Особенно я. В команде я был оператором весла. Вот, я просто делал то, что мне говорят, и греб. Потом меня повысили до загребающего. То есть второй оператор весла уже смотрел, как я гребу. Еще я вел судовой журнал и писал путевые заметки. Туда мы писали как полезную информацию о походе, скорость движения, ветер, как там что происходит, и также целую кучу приколов и курьезных историй, которые произошла. Которые мы вам не все расскажем, конечно. В такие походы на ладьях мы ни разу не ходили, и там очень много было моментов, которые надо было учитывать, которые мы не могли учесть, потому что мы их не знали. Поэтому я старался максимально оптимизировать стоянки, и чтобы они были красивые, и в то же время на них можно было выйти. Первая стоянка, после второго ходового дня, когда вот мы шли в исторических костюмах, мы разбили лагерь под красивым развесистым дубом. И кто-то из наших сказал, говорит, обычно на таких одиноких дубах, в полях, в лугах, есть гнездо шершней. И оно там было. Был еще момент, когда мы не влезли под автомобильный мост с мачтой.
И мы такие, пройдем, не пройдем. Ну вот, мы парус спустили, все, лишним парусность убрали. Дали крен на правый бок, мы подошли к мосту. Мачта упирается сантиметров 30 выше моста, получается. Мы в этот мост упираемся. Я кричу, хватаем веса, гребем назад. Но мы там, короче, мачту не выломали себе. Безусловно, дождик добавил эпичности, потому что было бы, наверное, скучновато, если бы просто светило солнышко, и это была такая прогулка на лодочке по парку. Когда шли по таким местам глухим, там, где нету ни деревень, ничего, вот просто вокруг лес, вот ощущение такое, что ты где-то вот действительно там какой-то там древний воин, который идет куда-то там в поход, в набег. У нас одна лодка по техническим характеристикам гораздо выше, чем вторая. То есть именно по скорости. Олег шел впереди на метров 500, стабильно нас за полходового дня там, на 500, на 700, причем как бы он отрывался и ну, там местами даже нас ждал. У меня даже матросы взбесились от этого дела. Поначалу так вот думал, что капитанец, это классно там сидеть там на своем месте, на веслах не надо грести. На самом деле оказалось все не так просто. Во-первых, постоянное волнение за ладью, за экипаж. Постоянно переживаешь, устали твои люди, не устали. Ребята крепкие, конечно, все, никто не показывал там, что устал, но со стороны видно, что люди на самом деле физически очень сильно нагружаются, но переживал. Что привыкаешь работать в экипаже из 2 человек, это, допустим, водный поход байдарочный, либо ПВД, либо какой-нибудь серьезный, то все равно как бы работаешь в одиночку, у тебя все максимально облегченно для того, чтобы это можно было легко управлять. То здесь же выходит того, что у тебя экипаж как минимум 5, иногда 6 человек, масса плавсредства просто колоссальная, и ворочать такую штуковину можно только сообща. То есть если вы в разрозненном коллективе, этого не получится. Вполне себе такая осознанная деятельность, чтобы проверить ряд каких-то легенд, мифов, исторических гипотез. Потому что одно дело это рассуждать о том, чего и как можно сделать, сколько километров реально пройти, сколько полезного груза в лодку загрузить. То есть это еще такая экспериментальная деятельность. И чтобы рассуждать и дискутировать дальше на тему того, как-то викинги ходили из варяг в греки и чего они могли, то теперь как бы по результатам этой экспедиции можно опираться на конкретную фактуру. Безусловно, субъективную, но это фактура. 6 хадавых дзён, 61 кіламетр па рацэ Свіслач, 14 удзельнікаў, лічачы аўтара гэтага фільма і капітана байдаркі, дапамога якога ў здымках была вельмі значнай. Але заканчэнне экспедыцыі азначае новы этап працы, аналіз атрыманых дадзеных і падрыхтоўка лодак і каманды да новых маршрутаў. Я всегда задачен и радости, скажем, по итогу проекта получаю очень мало. То есть я, наверное, больше получаю радость спустя какое-то определенное время, когда ты на это все смотришь уже с другой стороны. Потому что получить радость, когда у тебя куча переживаний постоянных. То есть это были моменты по погрузке, моменты по транспортировке, потом моменты по разгрузке, момент постановки на воду. Поставили мы на воду, вроде как бы можно порадоваться. А тут вопрос, насколько она будет устойчивая. Она оказалась не сильно устойчивая. Тут вопрос, насколько это ходибельно. То есть и тут постоянно череда этих вопросов, ты постоянно думаешь, предполагаешь. И не просто, не просто пытаешься предугадать, а пытаешься проработать дальнейший план действий, что с этим вообще делать дальше, если вдруг получилось, что мы сделали кусок бревна какой-то на воде. Вот, поэтому в тот момент, радости, у меня не было радости, то есть даже в тот момент, после того момента, когда мы уже сделали первые ходовые испытания, все равно было очень много вопросов, которые надо было продумать, решать, поэтому такого, что вот какая-то эйфория, там, нет, такого, наверное, не было. Вясна і лета 2021 года адзначыліся рэгулярнымі трэніроўкамі на мінскім моры, куды лодкі перабазіравалі з асіповіцкага вадасховішча. Так што да экспедыцыі па бярэзіне экіпажы Волата і Крэчата выйшлі добра падрыхтаванымі і зноў у кантакце з вучонымі гісторыкамі. У нас на всю республику найдена пока только одна заклепка ладейная в Кополе. Судя по всему, на ладьях больших не ходили на прокат. А здесь смысла, наверное, нет. У нас была возможность отстраивать одну большую
но мы решили все-таки построить 2 маленьких, потому что вот у нас 2 экипажа полных, это 12 человек. 10 даже мы берем ее полностью на руки и можем переносить из точки А в точку Б. Когда говорят про пути из варяг-греки, то обычно имеют в виду главный путь. Вот у нас это Волхов, Ловоть, Днепр. То есть крупные реки. По этим рекам дракар реально мог пройти. Но вот где-то лет 20 назад в процессе исследования совместных Белорусской академии науки Российской был открыт еще один водный путь, который проходил по территории Беларуси. Это Неманский водный путь. И дракару там однозначно делать нечего. Там и пороги, и камни, и перепады. Мы видим археологические, что находки были. Была инфраструктура, то есть люди реально перемещались. Но каким образом? И вот тогда возникла версия, что, возможно, это были небольшие суда, морские дракары, а малые лодки, то есть ходили флотилии. То, что вот сделал клуб исторической реконструкции «Волод», они взяли за основу чертежи аналогичных лодок, которые делали скандинавы из музея в Готланде. И то, что они сейчас делают, это попытка проверить, значит, возможно ли были такие походы. Но пока эта попытка успешная, поэтому нам очень интересно следить, как она осуществляется. Работа на воде – это реконструкция, потому что это полное погружение. Шел я в костюме, он прекрасно дышит, прекрасно сохнет, очень удобно. Туризм – это все, что связано с сушей. Там все современное, палатки, быт, кроме котлов. Все остальное современное. От реконструкции в этом были лодки. То есть это способ передвижения, наш транспорт. Тип двигателя, да, это были весла и парус. Это было от реконструкции. А от туризма в этом было современное снаряжение. От туризма в этом были гермомешки, в этом был GPS-навигатор, в этом были солнечные очки и крем от загара, без которого все это было бы совсем не так комфортно. Кадры зато какие будут. В этой экспедиции я был капитаном. Это для меня было слегка необычно и удивительно. Проще всего было быть оператором весла в предыдущих экспедициях. У тебя ни о чем не болит голова. Тебе надо смотреть на загребающего или слушать капитана. Твоя жизнь прекрасна, и максимум, что ты можешь сделать, это управлять веслом. Самым сложным было, не запороть ладью, не потерять ее в походе, да. Больше всего запомнилась эта гребля, потому что гребля веслами составляла наибольший процент времени нашего в этой экспедиции. И жертв только немножко натертые руки, но это ничего страшного, это было ожидаемо, и, в общем, никаких серьезных последствий за собой не повлекло. Экспедиция это для меня была первая водная экспедиция подобного рода. Почему пошел? Хотелось попробовать на практике, что это такое, попробовать себя, что я смогу сделать, что я не смогу сделать. Все получилось, сделал для себя выводы, над чем надо поработать, что учесть, где подправить. И надеюсь, что в будущем смогу поучаствовать в чем-то похожем. В реконструкции в целом уже больше 20 лет. В реконструкции раннего Средневековья, наверное, 4-й год уже пошел. Являюсь одним из членов клуба «Контуберниум», объединение международное. В этой экспедиции был матросом. У меня, например, лично был свой эксперимент. То есть я старался максимально на протяжении всего похода придерживаться аутентичного, то есть образа жизни. То есть я там спал под навесом, ходил исключительно в средневековом костюме византийском. Это вот был мой такой маленький вклад именно от реконструкции. И, вообще, как бы попробовать вот эту вот жизнь такую, скажем так, водную на себе, тоже как бы своего образа такая небольшая реконструкция, тоже вот, жизнь матроса на корабле. Конечно, нам было немного проще, чем в то время людям, да, у нас с собой было гораздо больше запасов, некоторые новые технологии, скажем так, но все равно прочувствовалось довольно-таки неплохо. Сам дух похода. После этого отдыха еще пару деньков отдыхать надо, конечно. Во-первых, я нашел свое клубное имя. Это Эгир.
Вот. Для этого экспедиции я подготовил новый парус, сшил его. Во время похода мои профессиональные навыки из жизни пригодились, когда мы вытаскивали ладьи на берег, и мы использовали полиспасную систему, которая во много раз облегчила нам, ну, скажем, выгрузку на берег. Вот. Что еще? Я бы еще остался там. Я бы прошел еще 30, 40 и 50 километров. Вода затягивает, и ты отдыхаешь. Что для меня более, скажем, слаживание команды. Это самый очередной результат, который нам хотелось добиться. Ну, в стройке принимал посильное участие, то есть тоже помогал на верфи. Ну и сейчас в походе, я в первом походе не был. Сейчас получилось все-таки выбраться, и в этот раз было побольше расстояние, и по времени больше. Ну, во-первых, современное плавсредство немного полегче и в ходовых качествах, и в переноске, но в целом как бы вполне ходибельно, и по расстоянию тоже, ну, вполне такое нормальное расстояние туристическое. Немного отличалось тем, что в туризме обычно все уже как бы в этой сфере, а здесь, ну, такая разношерстная немного компания, то есть связанная одной целью, но разная по подготовке, но в целом как бы нормально. Друг друга поддерживали, подсказывали, и поэтому нормально вытянули. Как только ветер не наш, мы сразу опустили, как только нас мы раз подняли. Ну и весело так получилось. Очень даже ловили малейшие порывы ветра попутного и отработали такую нормальную комбинацию, что я так только готовимся, погнали. И сразу быстренько парус поставили и поехали. Парус, который Эгир наш сделал новый, оказался, да, рабочий и лучше, он и тянет лучше. Ну, мы шли под старым, а ребята на Волоте шли под новым парусом, и тот забирал лучше воздух, ну, ветер ловил и на поворотах, ну и вообще на прямой. То есть старевый такелаж изнашивается моментально. Вот считай, та веревка, которая у нас подымала рею, она за поход практически не дошла последних 2 дня. Мы ее заменили на современную веревку. Каждый день по-своему уникален. Каждая стоянка, каждая волна, каждая встреча с местными, с птицами, каждая поклевка, она уникальна. И невозможно отметить что-то особенное. Понравилось ходить под парусом, когда просто ты кладешь весло и такой, ура, неужели боги на нашей стороне. Запоминающийся эпизод – это когда было штормовое предупреждение, и мы гребли, можно сказать, на месте в 4 руки, и ладья почти не сдвигалась, ее носило к левому, правому берегу реки. Вот, и мы никак не могли справиться, рулевое весло почти не работало, и приходилось одновременно гребцам и рулить, и грести. Сильно запомнился последний почти километр, 700 метров, когда мы в полном смысле слова погрузились в историю, в реконструкцию, и против течения тянули волоком по воде наши 2 ладьи, порядка 700 там, с копейками метров в узкой речке, а потом вытягивали их на берег. То есть на себе прочувствовали, каково это, возможно, было в прошлые века. Дзевяцідзённая экспедыцыя па бярэзіне цяпер ужо гісторыя. 6 хадавых дзён і 1 днёўка, 8 гадзін на вёслах штодзённа, пройдзены 141 кіламетр. У дзень, калі быў штармавы сустрэчны вецер, прайшлі ўсяго 17 кіламетраў, у астатнія дні каля 30. Сярэдняя хуткасць руху на вёслах 4 кіламетры за гадзіну, а пад ветразем пры спрыяльных умовах да 9 кіламетраў за гадзіну. Лодкі вярнуліся на базу на Мінскім моры, экіпажы да штодзённай працы, але наша гісторыя на гэтым не заканчваецца, і клуб «Волат» абавязкова працягне свой шлях да вялікай вады. Было бы интересно, конечно, попробовать на аналогичных судах или, может быть, на большем корабле пройтись по морю. То есть не река, а море. Это, наверное, то, что можно назвать такой очень... Это даже не задача, это пока что мечта. И не факт, что она когда-то реализуется, но было бы очень интересно попробовать большую воду, большой ветер. Это, я думаю, совсем другая история, но тоже посильная.
мора няма, толькі вазоры хаваюць свае таямніцы старыя муры. А я упарта спяваю пра мора, а ты смяешся, мора ўнутры, мора ўнутры. Пачуй яго голас, убач яго адбіткі ў любімых вачах. І ты ніколі не будзеш стары, калі ты знойдзеш мора ўнутры, мора ўнутры.